И как давно кейтеринг появился в Таджикистане? У меня контракт был с американскими. Я слышал, что вы даже там открывали ресторан небольшой. Да? Нам нужно возродить старые блюда. Я говорю, до открытия, до того, чтобы давать разрешение, какие-то процедуры или какие-то обучения, или что-то человек должен предоставить, что он эксперт или нет. Нам нужно возродить старые блюда. Вот это восстановить и создать новую таджикскую кухню, это возможно ли? У тебя нет санитарной книжки, тебя никто не примет на это. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. У нас очередной подкаст «Хорика», где мы говорим с экспертами ресторанной отрасли и гостиничного бизнеса. У нас сегодня особый гость, долгожданный гость Таир Юлдашевич. Таир Юлдашевич – руководитель, владелец кейтеринговой компании «Нури Дида» и кейтеринговой компании «Тоджисар», ресторатор, эксперт, один из наставников нашего отрасли. Здравствуйте, Таир Юлдашевич. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Таир Юлдашевич в ресторанном бизнесе уже давно, со времен Союза. Я долго следил за его творчеством, можно сказать. Ресторанный бизнес – это творчество. Расскажите, вот мы будем сегодня говорить как раз о том теме, который, вот, например, Хорик у нас там рестораны, гостиницы, рестораны и кейтеринг. Расскажите вот о кейтеринге чуть-чуть, истории кейтеринга, если можно. Я после того, как я учился, я в школе-интернате заканчивал в Чкаловске, потом поступил в Московский государственный историко-архивный институт. Но так получилось, что мне нужно было содержать себя, мне нужно было жить, мне нужно было передвигаться, мне нужно будет как-то а мне нужно, чтобы где-то работать, чтобы себя содержать. Но пришлось мне работать, все это. Но так получилось, что я не заканчивал историко-архивный институт, но я пошел по сфере сервиса, обслуживания и вот этого кулинарного мастерства. И мое хобби оттуда началось, когда я приехал в Душанбе. Здесь началось что было объединение ресторанов города Душанбе. В этом объединении ресторанов города Душанбе я трудоустроился, меня приняли. Был генеральный директор Мамадханов Касим Кадирович. И тогда это объединение ресторанов города Душанбе имело все рестораны, входили в одно объединение. Это сейчас нынешняя, как ассоциация, да? Но наша задача была такова, что, например, обслуживать и государственные, правительственные приемы. Это на даче Совмин мы принимали всех гостей. И всех официальных гостей, дипломатических приемов, проводили там все мероприятия и все остальное. Но тогда в истории Таджикистана первые лица не приезжали. Это были какие-то министра или какие-то там гости официальных зарубежных делегаций. Но вопрос в том, что тогда был Советский Союз, единый это было. Все командование было с центра, с Москвы. Мы начали работать вот в этой сфере. Получается, в Таджикистане начинается гражданская война. Тут и все. Там не поймешь, кто, что, куда и как. Никто. Все начинают уезжать. Все специалисты уехали. Но получается в моей истории так, что я в 2001 году, скорее всего, в 2000 году, меня приглашают в развлекательный комплекс Джоми Джамшед. Это где было в парке. Да, я помню. Мы об этом еще будем говорить. Это был островок, оазис по тем временам. Самый супер то, что мы работали в объединении ресторанов города Душанбе. Наша задача была не только обслуживание правительства, делегации, а наша задача была, чтобы содействовать с другими соцлагерями, странами. Это Югославия, Польша, там, Венгрия, Румыния, Болгария. Постсоветское пространство, все страны. Мы водили декаду таджикской кухни. За рубеж, и в Польшу, в Венгрию, Югославию, в Прибалтику, в Белоруссию. И в Совинцентре мы проводили много мероприятий. Например, было такое, чтобы одно задание было такое в чемпионате в Беларуси по тематическому столу.
Я среди постсоветских стран, я выиграл золото. Мой тематический стол был это белое золото. То есть я отсюда возил хлопок, я красиво накрывал этот стол, я красиво про хлопок говорил, откуда, что, как, история хлопка, от чего, от хлопка сколько, какие продукты. И я неожиданно получил золото. Хорошее нынешнее, это забыто старое. Если мы можем его, например, в современном ладе подать, нет вопросов. Это будет супер, если мы в Таджикистане это сделаем. Как это мы сделаем? Это только мы сделаем с профессионалами, а не с дилетантами. Проблем нету. Это мы знаем, мы можем это сделать оргкомитет, организовать все это сделать и ввести ту самую нашу декаду таджикской кухни за рубеж, провести дни культуры, национальной культуры Таджикистана за рубеж и любых этих, и любые ассоциации другие с нами будут работать. Вот тогда мы можем выходить на новый уровень вот в этой сфере обслуживания ресторанного бизнеса. О кейтеринге, саму историю кейтеринга, вы можете кратко рассказать, откуда это само такое модное слово кейтеринг появился и как давно кейтеринг появился в Таджикистане? Смотрите, кейтеринг, история, она имеет больше 100 лет. Она начала появляться с Америки. Что такое кейтеринг? Кейтеринг – это предоставлять провизию, удовлетворить. И все то, что это связано с сервисом. Это изначально было вот так, кейтеринг. А потом получилось так, что она переходила в Европу, и потом получилось так, что все мероприятия, скажем, президентских приемов, которые в Америке, в других, они приходили на кейтеринговую основу. То есть это проводили кейтеринг. Теперь смотрите, кейтеринг сейчас в нынешнем формате, да, она пошла по другому еще пути. Есть медицинский кейтеринг. Понимаете, есть образовательный кейтеринг. Что такое медицинский кейтеринг? Например, скажем, в Душанбе у нас есть клиника СИНО, да? Клиника СИНО. Вот есть наши работают, все анализы, все снимают, в балете, да? А потом приезжают профессора, доктора, оперируют и уезжают. То есть выезжают. Или же вы, например, образовательный кейтеринг. Есть у нас МГУ, есть у нас другие институты, и начинается много-много зарубежных. Или в других странах есть Оксфордский университет, Кембриджский или что-то другое, да, или МГУ. То есть это есть образовательный кейтеринг. Они приезжают, профессора обучают, и вы получаете статус того же Кембриджа, того же МГУ, того же другого. То есть она пошла по такому пути, да, она развивается. То есть это кейтеринг. Но, честно говоря, откуда у меня появилась эта идея кейтеринга? Я с 2002 года каждый год ездил в Москву на выставку. Поскольку Москва для меня знакома, я знаю эту Москву хорошо, тогда все выставки проходили в гостевом дворе. В гостевом дворе я всегда наблюдал, смотрел, работал, думаю, что, как, чего. А потом начал заходить в эти стенды, да, поговорить с каждым, потому что это всемирная выставка ресторанного бизнеса, которая проходила в Москве. Потом открыли Крокус-Сити, и все эти выставки большие начали проходить в Крокус-Сити. И я постоянно, неустанно наблюдал каждый год в октябре, я ездил на эту выставку. Я набрал оттуда. Когда оттуда набрал, у меня появилась идея. У вас был какой-то договоренность с Крокус-Сити? Нет. Вы работали? Я единственный человек. И еще один человек, который оборудует, это Азизов Латиф Сафарович. Я знаю. Мы вдвоем, чисто случайно, мы по статье Азия Плюс, я прочитал и сохранил в кармане. Потом один раз мы сидим, познакомились, я говорю, смотри, я сохранил вот эту статью, это ты, да, это. А потом мы с ним договорились, каждый год ездили. То есть другие страны поднимали флаг, а мы просто ездили со своими средствами, со всем этим. Мы ездили, посмотрели, чтобы как-то когда-то наступит так, чтобы мы тоже могли поднять, например, флаг Таджикистана и сказать, что давайте вот так. И потом, когда я этот кейтеринг начал работать, посмотрел немецких производителей оборудования, французских, турецких, все это, да, когда их полно, там это все было, и появился Рационал, фирма Рационал, который впервые сделал чудо, параконвектомат выпускал. И тогда я, когда посмотрел, у меня идея самостоятельно выросла. А потом у меня был контракт. У меня контракт был с американскими, это Stratex Freedom Service в Кабуле, в Афганистане. И они меня пригласили, чтобы поговорить и подписать контракт. Но я приехал в Кабул,
впервые. Ну, развалина, война, все это. Ну, ходили, поговорили. Поскольку это граждане постсоветского пространства, и они являются сейчас гражданами Америки, и хорошо с ними было общение, поскольку это были родные, и они Самарканда, но граждане Америки. И говорит, вот так, так-то. И я говорю, а кто будет участвовать в этом проекте? В этом проекте, говорит, будет из Австралии, значит, из Непала, из Украины, с Узбекистана, из Таджикистана. Ну, потом, после всех этих, они меня назначили директором. Директором вот этого филиала, вот который это все. И мы начали работать. Что мы делали? Мы обслуживали всех контингент НАТО, который находился в Афганистане. Это был огромный опыт для того, чтобы, например... Я слышал, что вы даже там открывали ресторан небольшой. Да. Вот. Это было в 2006 году. Да. Я подписал контракт 3-годичный с американцами, поскольку это война. Потом, когда афганские друзья узнали, что тут этот директор является наш земляк таджик, они все начали уже знакомиться со мной. И когда я уже начал много друзей иметь с большими, как бы, афганскими когда они начали звать в гости, я, честно говоря, уже был ошеломлен, потому что вот это гостеприимство в Афганистане, я вспомнил своих дедов, да, тогда это было вот такое, потому что... Наш традиционный. Да, традиционный. Я был, потому что я маленький был, я чувствую, когда, например, как деды, вот это дипломатично, когда фрукты, чай, беседа, все, потом застолье. Это потом я в Афганистане открыл, что вот это была наша культура. Это было вообще идеально. Когда приглашали в гостях, там все это идеально. И когда они гордятся Таджикистану, они гордятся нашим президентом, да, что есть за нами кто-то. Да. Для меня это было вообще супер, то, что они с такой уважительно это относятся к нам. Да. И вот после этого это был, конечно, огромный опыт. И когда контракт уже заканчивается, я, честно говоря, немножко пожалел, что я с Афганистана приехал сюда. Вот такой был. Но еще, понимаете, был такой вариант, что у нас был контракт с Саудовской Аравией. Мы работали с ребятами, с таджикскими ребятами, открыли там хороший Калай Тоджик. Открыли для того, чтобы Хотя я предложил нашим спонсорам, инвесторам таджикским, сказал, что давайте сделаем кейтеринг здесь, потому что здесь не надо целыми годами здесь сидеть. Во время паломничества приехать, обслуживать, например, в день обслуживать там 30, 40, 50 тысяч паломников в день. Все. И я даже нашел из ребят с Судана место, которое действительно они делали. Я предложил, я говорю, давайте вот это сделаем. Это будет супер идея. Закроемся, вот 3-4 месяца поработаем, закроемся, потом в следующий год приедем. Все, на этом все. Но это был бизнес, конечно, это интерес каждого бизнесмена. Но у нас получилось немножко, когда мы регистрировали эту компанию, все это, я потом узнал, что как это в Саудовской Аравии, вот такая схема регистрации, все это, потом вот это... икома, забирать паспорт, все остальное. Ну, честно говоря, для меня это было немножко диковато, что это феодализм 21 века, да, что это... Но это для меня было, конечно, немножко диковато, и не очень удался этот наш проект. Выше, ниже моего самооценка, можно сказать. Тагир Ирлачевич, вот... Я хочу еще чуть-чуть для своих зрителей, слушателей рассказать про вас чуть-чуть. Вот если друзья, если помните, был казино Джоми Джамшед, там на 2-м этаже был ресторан, на 1-м этаже, можно сказать, первый караоке, это развлекательный клуб, очень серьезный. Вы этот проект начинали, я помню, я оттуда вас уже начал узнавать про вас. Как вы пришли к тому, что в такой в такую, можно сказать, время открыть такое популярное место, и там были очень крутые сервис-менеджеры, управление, там еда была крутая. Расскажите чуть-чуть, как в те времена вокруг Смуты создали вы оазис в городе Душанбе? Тогда у нас в Таджикистане
не было как бы такой закона о игорном бизнесе, понимаете? Но было после войны, как кто что захотел, все это делал. Но нужно был специалист для того, чтобы, например, развивался этот ресторан. Но тут выходит на меня, и я прихожу, консультация, все это, поговорили, все это. Но я взял этот проект под это. И я начал что делать? Обучать всех, от и до, кого есть. И, тренеров вы откуда привлекали? Вот я вам сейчас скажу. Дело в том, что там были турки. А сами знаете, турки очень у них хорошо в сервисе. Да? Вот сервис они могут поставить. Но тут сервис турецкий и знание советское. Мы вот объединили это все. А потом нужно было их обучать и сертифицировать. А чтобы они получили сертификаты, дипломы, нужно было договариваться с этим. Потом школа Калон-Солон есть, вот этот Караболо, Малима была. И вот договорились с ней, что, смотрите, у вас нет специалистов, у вас нет этого. Давайте на нашей базе мы обучаем. Мы на нашей базе и теоретически, и практически все показываем. Потом совместно договоримся договор и будем их дипломировать. Так и мы начали. Друзья, если кто помнит, просто те, которые эксперты есть, моего возраста, наверное, мы все помним, это был очень крутой сервис, там все туда ходили, попадали в другую планету, можно сказать. А вот мы делаем подкаст во благо нашей государства, мы хотим поднять сервис в Таджикистане. Вы это прекрасно знаете, больше меня знаете, что сервис для Таджикистана – это большой поток туристов, да. К сожалению, мы к сервису хромаем, да. Как вы видите сейчас, вот, что мы должны сделать, какие есть инструменты, чтобы вот как-то улучшить сервис в Таджикистане? Ваш взгляд, вот, экспертов. Да, это отличный вопрос, это действительно болезненный вопрос для всех нас и для Таджикистана. Почему? Потому что вы сказали, упомянули туризм, а туризм без сервиса это ничто. Поэтому для того, чтобы поднять туризм, во-первых, нужна инфраструктура. Понимаете, если мы, например, скажем, вот экотуризм, да, например, скажем, в Искандаркуль, там, 7 озер или вот куда-то в наших местах, Бадахшан, лето, там должна быть хорошая инфраструктура. Для того, чтобы турист приехал комфортно, чтобы там были хорошие дороги, чтобы был там хороший интернет, чтобы был там все условия, даже чтобы вода нормальная, чтобы зубы чистить, там это все было сервис как бы в отеле, там, например, чтобы это все. А дальше, например, да, организовывать, именно нужно будет туристической отрасли организовывать именно то, чтобы туристам было комфортно сделать, например. Я был остров Хайнан, там в острове Хайнане очень много направлений. Там остров пиратов есть, там остров обезьян, остров бабочек, термальные источники. Там есть деревня Льемяо, самый древнейший. Там едешь, посмотришь, там придумано просто так. Старый, то, что это все, ты там можешь жить, там кто-то, там бабушка 120 лет, там якобы, и там танцы старинные, там все это. Придуманные искусственные легенды. Ну, так и есть, легенда. Она так должна, потому что это будет комфортно для туриста. Это историю мы, во-первых, поднимаем. Это мы поднимаем свою историю, начинаем. Нужно подкопаться под историками, там, работать в Академии наук, чтобы эти вещи поднять для туризма. И это так и делается. И кроме этого, сам охота или другие направления, скажем, ходьба или вот это по горным скалам, там, водопады. Экстремальный туризм. И это все немножко сложновато, потому что должна быть... И когда это будет, это супер будет. Таджикистан будет... Я вижу, Таджикистан будущий туризм. Этот туризм приносит хорошее, огромное это. Потому что у нас есть это. Потому что Центральная Азия 93% у нас горы. Мы можем просто вот этот туризм поднять, например, да? Поэтому нужна будет инфраструктура, и нужна будет специалисты опять, нужна будет поднятие сервиса. И
тогда у нас будет развиться все. Тойр Юлдашевич, вот у нас, вы говорите, нужна инфраструктура. Именно про Душанбе я могу сказать одно, что Душанбе за последние 5 лет очень стал крутым. Инфраструктура строится, дороги крутые, здания красивые, все есть. Но вот у нас, опять-таки, это не секрет в плане того, что как расположено, построили красивые гостиницы, красивые дороги, красивые улицы сделаны. Но, к сожалению, вот как я всегда повторяю, сервис у нас хромает. Это мое субъективное мнение. Может, для кого-то сервис это очень хороший. Вот что надо сделать, чтобы именно сервис? Потому что нам не секрет, мы, как вы сказали, в этой сфере уже давно вводимся. Мы видим, что мы сильно отстаем именно от самой инфраструктуры. Строятся крутые рестораны, но нету сервис-менеджеров, официантов хороших. Те же гостиницы, они, не знаю, насколько они запущены. Ваш рецепт излечения вот этого слабого звена? Это на самом деле очень больной вопрос. Почему? Потому что не обиду сказано, скажем, к нашим министерствам по образовательной, по этому. Нужно просто один раз посмотреть потребность требований к каким-то профессиям, да? Если открываешь, например, просто возьмешь рекламную газету или чего-то, там требуется это, требуется это, требуется это, требуется. Я думаю, что нужно просто, не надо открывать многих этих институтов, которые после этого этот человек не может трудоустроиться. Нужно поднять то былое, которое в Советском Союзе. Это профессионально-техническое училище, это краткосрочные курсы по каким-то этим, понимаете? Почему? Потому что когда наши граждане научатся чему-то, они начинают сами развивать наше государство, понимаете? Это не хватает, понимаете? Этого нету. Причина в чем? Потому что у нас нет школы до сих пор, у нас нет базы, у нас нет, скажем, тренеров, у нас нет таких этих. Вы представляете, когда, например, в 2001 году было Центральноазиатское экономическое сообщество. Мы принимали на даче Саумин 4 президента. Это Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан. После этого через месяц-полтора был Шанхайская пятерка, так назывался. Шанхайская пятерка входили северные граничи с Китаем. Это Россия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и сам Китай. Это Шанхайская пятерка была. Потом привлекли туда Узбекистан, и она получила статус Шанхайский форум. И мы принимали вот это Шанхайский форум, на даче Саумина обслуживали, синхронное обслуживание. Это было супер. Мы после гражданской войны мы приняли такое, что мы принимали президентов. После гражданской войны не было же. Мы привели, вот на базе Джоми Джамшеда я обучал вот этих всех, и мы разработали синхронное обслуживание, мы провели, это получилось на ура. Теперь смотрите, иногда когда-то потом привлекли каких-то там из России или откуда-то тренеров, дали им большие деньги, чтобы это... Нет, нельзя. Нужно организовывать здесь, понимаете? Вот все нужно в Таджикистане делать, понимаете? Вот поскольку мы сейчас работаем с Российской Федерацией, тесно, например, с Институтом отраслевого питания, работаем с межрегиональной кейтеринговой компанией. И они мои друзья, мои партнеры. Вот по всем этим. В следующий год будет школьный форум форум по школьному питанию, да, например. Это не знаю, насколько это будет приниматься. И вот на этой базе я хочу вот именно развивать то, которое было. Вот эти чемпионаты по кулинарии, все то, что это есть на этой базе. Почему? Чтобы именно из Таджикистана началось. Это моя мечта. Чтобы из Таджикистана началось вот это. Чтобы мы могли подняться. И сама по себе, когда мы начинаем как-то работать, и мы привлечем тех же тренеров, тот же этот, и создадим школу, даже поскольку наш президент, это самый гостеприимный президент, нужно сделать академию гостеприимства Таджикистана. Это необходимо. И тогда у нас будет все идеально. Почему? Потому что мы начинаем уже открываться в этой отрасли, в этом направлении. Вот когда Академия гостеприимства Таджикистана будет, на этой базе привлечь, скажем, вот этих учителей, школу, все это сделать, и это будет развивать и туризм. Понимаете? Вот к чему связано все это.
И вот тогда у нас будут кадры, тогда у нас будет кадровое агентство, тогда у нас будет сервис поставлен на уровне, тогда не будет проблем, чтобы, например, как проводили мероприятия, например, на высшем уровне, или студентов берут и необученных отправляют на этих. Но это неправильно, это нельзя. Должна быть все под профессионализм. Это должна быть вот все мероприятия, которые должна быть проходить, это кейтеринг должна происходить, чтобы это было правильно. Потому что не надо это, потому что мир переходит сейчас на аутсорсинг контракт. А не так, чтобы, например, содержание вот этих персонала, все остальное. Просто контракт во всех этих странах так есть. Даже особенно, скажем, в Казахстане, например. Это все делается, например. То же самое, например, в России, понимаете? И я думаю, что нам нужно переходить на такую модель, да, как бы направление вот в этой отрасли. Это будет тогда порядок во всех отраслях, понимаете? А есть еще такой острый вопрос, я обычно этот вопрос задаю. Открывается в городе сотни ресторанов. Вот они открываются, и как бы у них есть такая проблема, они не часто открывают люди, те, которые сами не имеют понятия, что такое ресторан. Должны ли быть какие-то ограничения или какие-то стандарты для открытия ресторанов в Таджикистане, чтобы как-то улучшить, быть конкурентным? Да, вопрос очень хороший. Смотрите, вы сказали какой-то стандарт, да? Давайте вот посмотрим по стандарту. Не обидно сказано, например, к работникам госстандарта или к всем. Но понимаете, когда человек открывает ресторан, он должен чисто проходить все этапы. Например, это начиная от санэпидстанции, все строго это от уровня ГОСТа, там оборудование, все это. И кроме этого стандарт. Что такое? Например, вы открываете ресторан, просто тупо берете, там, составляете меню. В этом меню нет никакого, например, скажем, технологической карты. В меню нет никакой массы. Без экспертного подхода. А стандарт он должен посмотреть, что ты на основе чего это делал меню. Меню делается на основе технологической карты. Мы выпустили, например, с Институтом отраслового питания Российской Федерации и ВВП и сделали таджикский сборник рецептур. Я вам показываю это как-нибудь. Я вам этот сборник рецептур. Вот на этом сборнике рецептур все есть. Есть жиры, белки, углеводы, сколько это все. Все составлено, понимаете? И когда человек открывает ресторан, и когда шеф-повар, он делает меню, он должен на основе тех карт, технологической карты. И тогда составляется, а потом выход, масса должна быть указана в это каждое меню. Человек, когда идет торговый диалог, он берет, он видит, сколько грамма это будет, например, это, и сколько она, не будем про калории, например, сколько это будет, и цена, соответственно, какая-то. А у нас хаотично все это будет, это подход непрофессиональный, понимаете? А потом, рестораны открываются, отлично, все нормально, все, где-то работает, а где-то закрывается, где-то чего-то это. Мы же это все видели, понимаете? Говорили о том, что как работает госстандарт, я очень знаком именно с подходом госстандарта. В госстандарте есть компетентные люди, те, которые спрашивают каждый год, каждый месяц, приходят, они там проверяют вот эти стандарты, которые вы сейчас перечислили. Я говорю о том, какие-то стандарты до открытия ресторана, вот что какие-то требования. У человека должен быть команда ли, или сам эксперт ли в этой сфере. А те, которые сейчас надзорные, как раз госстандарт свою компетенцию исполняют. Я вот наблюдаю, они приходят, они свою работу делают. Я говорю, до открытия, до того, чтобы давать разрешение, какие-то процедуры или какие-то обучения, или что-то человек должен предоставить, что он эксперт или нет. Санитарные нормы – это в первую очередь. Потому что на фоне того, что, например, что происходит, это в первую очередь санитарного. Что, например, на что вы готовите, какие у вас оборудования, какие у вас, например, условия, что у вас там хранение, там холодильник, камеры, чего-то, наличие каких-то маркированных, скажем, приборов вспомогательных. И кроме этого, например, когда открывается, например, ресторан, соответственно, чтобы профессионально там работали. Там был повар какой-то этот, и чтобы там был человек, который обслуживает, чтобы он проходил хоть какой-то, не с улицы, чтобы он был не официантом, а подавальщиком. А подавальщиком это полно.
Он просто поддался. Он даже не знает характеристику блюд, чтобы рассказывать, скажем, мы вчера в гостях с нашими гостями были с России, говорят, а что такое илик? Ну, илик. Я говорю, ну, это костный мозг, да, но это коллаген. Коллаген. Ну, официант хотя бы должен объяснить, вот это что такое. Но задается вопрос. То есть должна проходить обучение, должна быть проходить через это. Это госстандарт должен посмотреть. Это санэпидстанция нормы ставить должны, понимаете? Вот когда вот эти нормы будут соблюдаться, и когда будет вот обученные ребята будут, не дилетанты, обученные будут проходить, и это все, тогда это будет наличие дипломов. В России, например, ты идешь, у тебя наличие диплома нет, ты не проходил, что тебя не принимают на работу. У тебя нет санитарной книжки, тебя никто не примет на это. Вот это и есть стандарт, который, например, нам нужно будет, необходимо. А у нас нет этого. У нас нет никаких сертификатов, не проходили никаких этих, даже порой нет санитарных книжек. И работает это все. Вот это нужно упорядочить. Есть такой боль, что вот почему мне говорят, почему ты против того, что открывают люди рестораны. Многие время рестораны открывают, не осознавая, не зная ресторанный бизнес, не учитывая, как вы до этого говорили, не имея никакого технологической карты, не думая о том, что дальнейшее будет, не имея никакого-то аналитику, они заходят в рынок и делают демпинг. Это, например, один заканчивает демпинг, после демпинга обанкротится, уйдет, пока он уйдет, второй появляется. И этим вот сервис падает. Вот каждый раз сервис падает от чего? Потому что те, которые некомпетентные люди, открывая ресторан, цены они снижают, люди идут туда, качества-то нету. Вы знаете, в Таджикистане цена много что значит. По крайней мере, из-за того, что у нас не развита сторона туризма, люди не смотрят на качество, меньше смотрят на качество. И как-то вот эти люди, те, которые демпингуя, набирая себе людей, в итоге заканчивается с банкротством, и уходя, один не успевая уходя, другой появляется на рынке. И таких сотни. Вот так каждый раз открывается. Я думаю, что как-то это должно регулироваться. Я думаю, что вы во время Союза работали, вы сказали, что вы еще со времен Советского Союза работали. Я думаю, что мы должны донести до людей, чтобы надо как-то научиться, не жалеть на экспертов, приглашать вот таких людей, те, которые видели вот эту сферу изнутри. Я недавно вот в ваших словах услышал, я хотел бы об этом еще раз спросить. Просто вот эта нотка слов, которые вы сказали, институт профессиональной кухни или как? Отраслевой кухни. У нас есть отраслевой питание? У нас нет даже никакого училища. У нас нет этого, понимаете? Я о чем говорю, что, например, нужно вот это усовершенствовать, нужно это внимание, скажем, в нужных структурах, органах, ведомствах, чтобы вот на это уделяли внимание. Вот смотрите, у нас в Таджикистане, в Душанбе прекрасный город, столько сделано, столько труда вложено было нашими руководителями, да? Но смотрите, открывается много замечательных парков, цветы, все остальное. Да, инфраструктура но я бы предложил, что делать, например, как человек, который в этой сфере. Нам, вот при советской власти, когда открывались любые парки, там обязательно национальный элемент это находился. Что это? Это чайхана. Чайхана была везде, во всех парках. Во всех городах, где открывали, например, чайхана. Гости приезжают, мы не знаем, куда везти. Единственное, у нас чайхана Рахат, который был, что она все уже, у нее считанное время. Да. Но смотрите, нам нужно будет возродить вот в этих парках красивые, хорошие чайхана. К чему это? Это наша культура. Нам нужно возродить старые блюда, это, которое, и поддать новое. Это. Все то, что хорошее, это забыто старое. Нам нужно вернуть. Это наш... Вот смотрите, вот есть, например, я вот в Мекке, когда работал, куда ни пойдешь, турецкая кухня, куда ни пойдешь, я уже устал, это невозможно, это, понимаете? Или, скажем, вот это экспансия, понимаете? Это экономический протекционизм. Они через все, через сериалов, через кухню, через это проталкивают свою культуру. А мы им отдаем просто так. Обидно вот это, что мы свой город должны развивать по-таджикски. Вот это парки открыли, нужно чайхану возродить во всех это красиво, в национальном формате.
чтобы любой гость, там полно будет иностранцев, они не будут вот это, ходить в этих иностранных ресторанах, они пойдут в этих чайханах, они будут, пускай дети там с семьями, пускай чай попьют, пускай мороженое, пускай напиток. Во многих парках у нас нет даже напитков. Невозможно в этой жаре. То есть вот это мое пожелание к тому, чтобы мы таким образом развивались, чтобы в нашем столице было только элемент национальной нашей культуры. Парки – это отлично, все отлично. Даже этот чайхана может содержать даже весь парк. Не надо там, например, ты содержи вот этот парк. Но это же экономика, опять же, по моему взгляду. И с другой стороны, мы начинаем уже возродить свою былую культуру, которая у нас традиционно была. Нужно возродить. Вот, когда школы будет, это будет. Просто мы поднимем все это, и мы сделаем это. Мы подадим новым. Вот смотрите, когда старые песни было, получилось так, что наш маэстро Далер Назаров, он в новом формате поддал это все. Пошла же вперед, понимаете? Такое, если кто-то помнит, да? И вот то же самое вот в этом нужно развивать. Именно по национальному направлению. Я за то, чтобы возродить нашу национальную кухню. Вы говорите, что мы писали об этом, у нас были книги об этом. Можно ли создать вот сейчас историю национальной таджикской кухни? Вот это восстановить и создать новую таджикскую кухню, это возможно ли? Я же сказал изначально, когда я поступал в историко-архивный институт, но я его не заканчивал. Я до сих пор интересуюсь историей. И очень читаю много книг. И смотрю всю историю изначально этот. И всегда в поисках вот именно таких направлений. Кто, чего, как это. Я даже сейчас 7 поколений своего отца и матери разработал все это. Я это начал писать с 82 года, и он сейчас мне помогает. Это же получается это. Но я ищу так бы, что сделать так, чтобы, например, чем они руководствовались, как они жили, чем питались, как они жили, какие у них были обряды, что это все. Но, конечно, все это возможно. Конечно, никуда не надо уходить, понимаете? Я когда сказал, что в Афганистане, когда я увидел, что я это приемы моих дедов там был, да, я много там это ходил по всем этим областям, я много чего там находил, понимаете? И то же самое, мы никуда не уйдем, мы вот в этих деревнях, в этих наших дальних кишлаках пойдем, мы все найдем, мы все мы просто все подадим в новом подаче, понимаете? Все это можно, это тема для нас. Понимаете, это нужно возродить, понимаете? Вот на эту тему нам нужно работать, нам нужно свою культуру поднять. Все уже понятно, европейское это все, да, было в советское время то, что мы приходили на такое, нам нужно все-таки находить свою идентичную культуру, потому что то, что, например, поедете в Самарканд, там, да, ну в горном оттуда, но смотрите, какая вот каждая тропинка, каждый шаг – это история, да, например. Видите, они свою культуру никому не отдают. Нам нужно развивать свое полностью. Я вот за это только. Нам нужны люди, которые, чтобы мы работали на все это, писали книги, научились и подготовили, и сделали, например, какие-то, например, возродить вот это профессионально-техническое училище или какие-то и вот сделать на этой базе все, чтобы вплоть потом, чтобы у нас получилась Академия гостеприимства Таджикистана. Чтобы на фоне этого, чтобы у нас не было проблем, когда гости будут, чтобы они с Академией гостеприимства брали, например, профессиональных работников и провели все свои мероприятия, даже протокольных или мероприятий, скажем, высшего ранга. Понимаете? И это будет удобно всем. Поскольку кейтеринг это выездной, понимаете, кейтеринг это очень сложно. Это кейтеринг нужно, чтобы знать, это нужно знать философию, математику, искусство. Даже в стационарном ресторане столько проблем. А тут нужно выехать, скажем, 500 человек вот в горах или тигровую балку провести и вернуться без потери. Это очень сложно, очень сложно. Слышал от ваших слов, что есть позитивное. Вот вы считаете, что вот улучшить сервис это возможно, это уже очень приятно. Вы не можете сказать, вот на ваш взгляд, за сколько время можно улучшить сервис в Таджикистане? За какой промежуток времени? И какими средствами? Ну, смотрите, здесь, чтобы поднять уровень, не зависит от нас с вами. Это зависит от подготовленности общества, понимаете?
и те структуры, которые я вам перечислил. Понимаете? Скажем, сейчас, например, на войне один человек не может побеждать. В футболе один человек не может побеждать. Что он хороший вратарь или хороший нападающий. Понимаешь, это команда, это должен быть готово все к этому. К чему мы этот разговор ведем? Чтобы, например, в этих структурах, скажем, в этом направлении, скажем, по образовательной, должны понимать, что это важно. Что по стандарту и по санэпидстанции должны, что это важно. Что по туризму, по другим направлениям должны, что это важно, это нужно. И то, что, например, по национальной идентичности, национальной нашей культуре, чтобы некоторые отрасли, которые должны понять, чтобы это важно. И подготовление, то есть таких институтов, чтобы подготовить кадров, это важно. И подготовить, например, скажем, Академию гостеприимства в Таджикистане, это важно. Вот тогда мы сможем смело поднять флаг и принять любых и доказывать во всех других европейских, азиатских, других вести флаг Таджикистана и пойти участвовать во всех. Это знаете, какой классный? Я об этом всегда мечтал. Примерно за сколько времени, если общество, опять-таки, если вы сейчас правильно заметили, общество мы должны все, каждый из нас, как патриоты своей страны, вложить свой вклад, а также без государственной поддержки, почему-то государственные СМИ или там журналисты об этом много молчат. Мы хотим делать, чтобы было лучше. Опять-таки, благо, что государство нас слушает. Уже ребята, те, которые работают в чинах, они благодарят за то, что мы такой подкаст и тему хорошую открыли для развития. Им тоже спасибо, что они нас поддерживают. Время, вот у меня был второй часть вопроса, это время. Примерно сколько времени понадобится, на ваш взгляд, если если государство поддержит и общество поддержит? Смотрите, если, например, скажем, по бизнесу, это вопрос другой. Понимаете, мы являемся, скажем, гражданами Таджикистана, да? Мы работаем, мы налогоплательщики, мы, скажем, за какой срок мы это сделаем, да? Но если общество готово, и мы без государства никак не можем. Государство должна быть поддержка со стороны государства. Иначе мы не можем, мы попадаем в лужу и не можем это продвигать. Потому что подтверждение государственных структур, это дает нам возможность быстрее это преодолеть. Понимаете? Почему в советские времена был план пятилеток, да, например, да? Если скажем, что вот под таким этим, если будет общество готово и государство поддержит, то мы в этот план пятилетки мы создадим, вот это она должна быть готова, мы за это время можем быстро сделать, понимаете? Привлекая всех других, как бы скажем, самых профессиональных людей, скажем, из постсоветских пространств. Я когда, например, участвую в Крокуси, то я общаюсь с людьми, например, с президентом отраслевого питания Российской Федерации и, скажем, с президентом Ассоциации ательеров и рестораторов Бухаровым, да, вот, встречаемся с Мосиным, где-то с Константином Ивлевым, то есть со многими этому, да, например, из тех людей, которые производят оборудование, скажем, АБА, там, русский проект или все остальное, да, то есть об эту тему мы говорим, но когда нужно будет, наше общество будет готово, и государство, это все, мы привлечем их, потому что мы не можем, мы привлечем их, но предоставляя, опять же, подключая, скажем, и Академию наук, и других этих, чтобы мы подняли архивы, чтобы начали искать своих этих, потом создать лаборатории, да, нашей кухни. Да, нашей кухни, все остальное. И вот на основе сборных рецептур, все остальное разработать, все это, сделать четко, классно и вести нашу культуру вперед, понимаете? Тогда получится, я в этом не сомневаюсь. Но рано или поздно мы к этому придем. Обязательно придем, понимаете? Общество не может быть просто так она будет идти вперед. Но когда это будет школа, институт, чтобы, например, мы могли там чисто профессионально подходить, чтобы... Мы когда запускали, например, Азия Гранд Отель, например, да, там тоже как-то было все это. Я после Афганистана открывали мы Азия Гранд Отель. Сначала Гранд Отель, там это на 5-м этаже, потом в Тадж Паласе все это. Мы знаешь, мы разработали, сделали, там, раскрутили, все отлично, работало, пошла, все, поехало. Но видите, потом получилось сколько отелей, столько Но потребность в этом есть, понимаете?
Не нужно вот каких-то институтов или чего, которые потом не можно. Нужно делать так, чтобы нужно для государства. Нужно возродить ПТУ, возродить училища всякие, чтобы он был токарем, чтобы он был штукатуром, чтобы он был фрезеровщиком, чтобы он был все, понимаете? И вот нужно, кроме этого, вот этот новые инновационные технологические направления нужно развивать, понимаете, вот в этом. Что бы вы посоветовали людям, которые хотят открыть ресторан? Там, если можно, там коротко несколько советов. Понимаете, чтобы открывать рестораны, во-первых, нужна смелость. Понимаете, бизнес, она только требует смелости. Не надо бояться. Но нужно стучать не в ту дверь, или же подбирать ключи Любой дверь открывается своим ключом, понимаете? Идти по такому принципу. То есть кому, как посоветоваться, как подобрать кадры, как оборудование, как, скажем, создавать тот же технологический карту, как создавать меню, как все это, и как обучать, и как подойти. И какое направление взять в этой, например, сфере ресторана. Понимаете? Какие будут, например, скажем, за производство, о чем мы будем говорить, как она будет делаться, как что-то. И все должно. Это масса вопросов, которые нужно будет. Поэтому я говорю, что кто хочет открывать, нужно смелее, подходить правильно. Все. Другой вопрос, ваш профессиональный. Насколько трудно открыть кейтеринговую компанию? Кейтеринг – это очень сложно. Это, я же сказал, что это нужно знать математику, философию, искусство. Это оригами. Да, это, понимаете, это ты едешь, например, куда-то провести, скажем, в Искандар-Куле, например, на 300 человек провести мероприятие, да? Ты везешь все. От зубочистки, посуду, мебель, текстиль, все остальное, там персонал, там все. И у тебя должна быть вести всю продукцию готовленную, понимаете? Это не способно каждому. Понимаете? Почему? Потому что откуда это взял? Я один историю расскажу. В Афганистане, когда мы работали, я был директором завпроизводства, был Калкутин Сергей. Он знал мировую кухню, он плавал по морям, знал все это. Когда мы сидели, мы часто обсуждали все темы. А когда я ему рассказывал о том, что вот такая картина есть, вот такая вот таким оборудованием, таким подходом кейтеринг нужно, да? Он, оказывается, все записывал. Он открыл, сделал. Он потом через несколько раз поблагодарил меня, что эта идея твоя, она сработала. У нас есть такая традиция просить у гостей, те, которые приходят к нам в гости, что-нибудь подарить от себя лучшему комментарию под нашим каналом Хорика подкаст на Ютубе, что бы вы могли бы дать? Хоть сувенир, что-нибудь, чтобы тот от себя. Пожалуйста, подарок от кейтеринга или какой-нибудь чемодан с набором карвинга для дома. И мы еще можем с кассетой, как провести, скажем, резьба по вашей, там для дома, для хозяйки, это все будет. Мы можем такой вариант предложить и обучать, как правильно делать, как все это скоро. Эта тема тоже откроется, и я думаю, что это будет хороший подарок. Большое спасибо, Ака, то, что вы пришли. Мы вас очень ценим. Я вас давно знаю. Вы для меня являетесь примером. Добро пожаловать к нам. Спасибо, то, что вы не пожалели свое драгоценное время. Спасибо.